И напоследок, то есть после того, как на сайте организации СИБАТ, вот все видите название, появились материалы с таким же фактажом, какой мы сейчас предоставили вам, обвинения посыпались в том ключе, что активисты СИБАТ разрушают представительный орган крымско-татарского народа. Мы еще раз хотим официально и публично заявить, что мы не разрушаем Меджлис. СИБАТ не против Меджлиса. СИБАТ за то, чтобы представительный орган крымско-татарского народа существовал в том формате, в каком он был создан при своем начале. Чтобы он защищал интересы крымско-татарского народа, а не кучки лиц, дельцов. Чтобы этот орган действовал в соответствии с декларацией и наказом крымско-татарского народа. И, наконец, самое главное, чтобы этот орган действовал в правовом поле и был интегрирован в законодательную базу Украины. Потому что, не будучи легитимным, как он может защищать какие-то права? Меджлис, лишенный правового статуса, не может защищать права народа. Это позиция СИБАТа. Мы за Меджлис, мы за легальный, встроенный в законодательную базу Украины представительный орган крымско-татарского народа. Но мы категорически против акционерного общества закрытого типа, в который сейчас превращен Меджлис, который не защищает интересы народа, который забыл слово государственность, который забыл слово право, который забыл слово народ вообще. Кто, когда и где, спросил у крымских татар, хотите ли вы международный форум? Проводился такой опрос? Нет. Но резолюция траурного митинга заканчивается тем, что крымские татары требуют провести международный форум. Кто спрашивал это у народа? И почему на митинге, посвященном Дню траура и Дню скорби, принимается решение и заявление о каком-то форуме? Разве можно сопоставить эти вещи? Народную скорбь, народное собрание, форум, созданный Дне народа. Вот в чем Меджлис. Нет интересов, нет защиты людей. Есть защита кучки интересов, кучки бизнесменов, кучки политиканов. Мы против такого национального, в кавычках, органа. Но мы за то, чтобы Меджлис был в том формате, в котором он был задуман народом, в котором был создан в 1991 году. Если есть вопросы, то просьба задавать.